Родился Гази Мухаммад Гуйминский в семье сельского муллы и с самого раннего детства приобщился к религии. Отец каждый день читал азан в сельской мечети, оповещая односельчан о наступлении времени молитвы. Рассказывают, будто однажды мулла был простужен, охрип и не мог читать азан. Тогда он послал в мечеть вместо себя своего 11-летнего сына Гази Мухаммада. Выполнив поручение отца, он никак не ожидал завоевать этим популярность среди односельчан. Это по-лакски, конечно, звучит красивее. Что за соловей у нас сегодня читал Акбар. И очень попросили отца, чтобы мальчик и продолжал. У него был очень звонкий голос. И всегда, в общем, после этого, если азан не читал Мухаммад Амин, все знали, что он отсутствует. Надо отметить, что Мухаммад Амин, или Гази Мухаммад, как его называли в родном селе, с раннего детства стал постигать религиозные науки. Сначала у своего отца, а потом совершенствовал религиозное образование у известных кадиев из других сел. Учился в медресе при Казикумухской мечети, после чего, по совету Джамалуддина Казикумухского, поехал продолжить учебу к шейху Мухаммаду в Ярак. И был у него одним из любимых мюридов. Одна из дочерей Мухаммада Иракского по имени Зайнаб, они друг другу испытывали симпатию, но, естественно, из-за адабов он не посмел проявить какой-то интерес свой к дочери устаза. И, вернувшись в Кумух, попросил Джамалуддина Казикумухского, чтобы он официально попросил руки. Внучка Гази Мухаммада Маазат рассказывала, что Гуйминский послал шейху Мухаммаду Яраги шейха Джамалуддина Казикумухского и своего дядю, отца его тогда не было в живых, просить руки Зайнаб, хотя и не был уверен в успехе. Шейх Мухаммад Яраги ответил: «Если Аллаху угодно, чтобы моя дочь стала женой Мухаммада, что я могу сказать? Я всего лишь раб всемогущего Аллаха, и поэтому не смею возражать, кроме как пожелать им счастья». К сожалению, большому о моем предке нет информации печатной. Все, что о нем мы знаем, большей частью, мы знаем по рассказам, по преданиям. Это был исключительный человек со всех сторон. Он был и алим, большой ученый. Есть сведения такие, что прошел все степени мюрида под руководством шейха Мухаммада Иракского, достиг определенного уровня. Известно, что какое-то время он работал муллой в селении Магарамкент, где его называли Кур-Мулла. Там он пользовался уважением и доверием людей. Впоследствии к его собственному имени стали добавлять почетное звание Эфенди, и его стали называть Мухаммадом Эфенди. По-прежнему Гази Мухаммадом его называли только в родном селе. Некоторые ученые и в наше время склонны думать, что его так и звали Мухаммад, а не Гази Мухаммад. Во времена Газавата, имама Шамиля, как мы все знаем, лакские ханы, скажем, мягко говоря, неоднозначное было отношение. То есть открыто, конечно, они не выступали против Шамиля. Больше того, все они, являясь офицерами царской армии, они по мере возможности ему помогали. После смерти Арслан-хана Казикумухским ханом стал его сын Магомед Мирза, который пообещал помочь князю Аргутинскому добраться до Гуниба через Казикумухский округ, так как все другие дороги туда для царских войск были закрыты. В свое время его отец Арслан-хан убедил русских, что добраться до Гуниба через Казикумухский округ невозможно. Теперь же, когда сын собрался изменить политики отца, народ возмутился. Мухаммад Эфенди Гуйминский в своих проповедях резко осудил эту политику хана. Я еще раз повторяю, человек пользовался очень большим авторитетом, и как-то в открытую спорить с ним с шариатских позиций вообще было невозможно. Тому же Магомед Мирза хан, он его заманил к себе в гости под каким-то предлогом и поставил на стол угощение, налил вина и предложил выпить. На что был получен ответ, что шариат вина пить не позволяет. Это было как повод для того, чтобы Магомед Мирза хан начал оскорблять его и стал угрожать ослеплением.
Гази Мухаммад со свойственной ему твердостью ответил, что пить он не будет. Тогда хан приказал своим нукерам выколоть ему глаза и принести к нему на тарелочке. Нукеры выкололи один глаз, а на другом надрезали веко. Хану же принесли один глаз, сказав, что второй вытек. Услышав о несчастье, случившемся с Мухаммадом Эфенди, весь Висхинский магал, куда входило селение Гуйми, всполошился. Испугавшись волнений, хан решил отпустить пленника и велел его привести. «Нет ли у тебя ко мне какой-либо просьбы?» «Есть», — сказал Гуйминский. «Я хочу рассказать тебе одну притчу. Встретила как-то кошка в лесу мертвую львицу, рядом с которой бегал живой львенок. Она забрала его, научила его охотиться, путать следы от охотников, в общем, всему. И как-то, когда львенок вырос и вернулся с охоты голодным, он решил съесть кошку. Кошка, почуяв неладное, забралась на дерево. «О, моя милая кошка», — сказал львенок, — «почему же ты, научившая меня охотиться, добывать пищу, путать следы от охотников, не научила меня лазить по деревьям?» «Я приберегла это для себя, на всякий случай», — ответила кошка. «Так и ты, хан, прибереги для себя что-нибудь на всякий случай». Прошло несколько месяцев. Мухаммад Эфенди поправился и стал, как и прежде, заниматься религиозными делами. И снова стали к нему отовсюду стекаться люди. До хана дошла весть о том, что Гуйминский, как и прежде, настраивает народ на газоват с неверными и прекрасно видит одним глазом. И вот однажды к Мухаммаду Эфенди прибыли 3 всадников с приказом хана привести его в Казикумух. «Я маленький человек и не могу ослушаться хана. Сейчас помолюсь и соберусь», — сказал Гази Мухаммад и велел покормить гостей. Это его дом. Здесь он жил с женой и детьми, в общем, со всей своей семьей, долгие годы. Вход в дом был отсюда, там были двери. Это его внуки и правнуки здесь все переделали. Сделали отдельный вход с калиткой и много чего перестроили. Когда приехали сюда за ним, чтобы схватить его, сказав, что он прекрасно видит одним глазом, и надо его ослепить, он сам, да смилуется над ним Аллах, сказал своей дочери, чтобы она закрыла дверь покрепче, собрал самое необходимое, помолился и ушел от людей хана по этой дороге. Выпрыгнув из окошка в верхней комнате, Гази Мухаммад побежал к обрыву, который сейчас очень опасен для спуска. Прислужники хана, поняв, что их провели, всполошились и бросились искать беглеца. Наступил вечер. Пошел дождь. Гуйминский добрался до речки, моста здесь не было, и люди переходили реку вброд. Но сегодня она разбушевалась как никогда, и перейти ее было невозможно. Нукеры, преследовавшие его, видели, как он прошел через реку. То есть река, бурлящая, через которую невозможно было прийти, вдруг расступилась, и он перебежал на другую сторону, тут же вода сомкнулась, и он чудесным образом спас. Он перешел через нее в легкую. Преследователи испугались сильного потока и не смогли. Достав кремневки, они стали стрелять в него. Гуйминский спрятался в пещере и переждал опасность до наступления ночи. Так и не сумев перейти реку, нукеры хана ушли. Он же выбрался из пещеры и пошел в сторону селения Шушия, а оттуда в Балхар. По некоторым данным, в Балхаре он отдохнул и подкрепил свои силы у одного балхарца по имени Абдулла, после чего отправился к имаму Шамилю. У них состоялся долгий разговор. Гуйминский попросил имама дать ему отряд отважных мюридов. Он хотел предпринять набег на отряд царских войск, чтобы отрезать им дорогу в сторону Газикумуха. Имам выделил ему конницу, и Мухаммад Эфенди с отрядом храбрых воинов отправился в путь. Под свои бешметы одевали из особо прочной стали кольчуги. И пули в них застревали. И вот когда они шли в атаку, русские видели, кричали: «Это ангелы!» Потому что они видели, что люди, в которых они стреляют, не падают. Он приходил домой, снимал бешмет, и у него высыпались пули. Это то, что рассказывала его дочь. И когда она его спрашивала: «Дадей, что это такое?» Он говорит: «Меня убить хотят». Увидев отчаянно дравшегося Мухаммада Эфенди, царский генерал кричал: «Ужели среди моих воинов не найдется храбреца, чтобы обезглавить этого слепца?» Но такого храбреца так и не нашлось. Разгромив штаб царских войск, Гуйминский со своими воинами с огромным количеством трофеев вернулся к имаму. На счету у этого славного сына гор было еще немало удачно проведенных операций. За одну из таких побед Шамиль
наградил его саблей, инхрустированной серебром, которую бережно хранят его потомки, за что именно, к сожалению, выяснить не удалось. К сожалению, я этого не знаю. Я просто знаю, что Шамиль его очень любил. Он был один из немногих, кто мог спать с ним вместе в одной комнате. И, может быть, это чисто знак любви, признательность. Может быть, за какой-то боевой. Но боевых заслуг у него тоже было много. Он был воин. Очень крепкий человек. И физически, и нравственно, и морально. К сожалению, я не знаю. Знаю, что была подарена ему шашка. Но почему, по какому поводу, я не знаю. О нем очень мало сведений, я имею таких в печатном изложении. Надо отметить, что Гази Мухаммад был не только воином. Не случайно Шамиль называл его своим третьим глазом. И это действительно был тот третий глаз, который мог заглянуть глубже и дальше, чем глаз обычного человека. И неудивительно, что Гуйминский входил в диван-ханы Шамиля, который в исторических хрониках называют ближним советом имама, без одобрения которого Шамиль не выносил ни одного важного решения. У нас часто бывает так, что вот говорят, а неизвестно откуда и было ли и так далее. Но в 2000 году вышла такая книга «Кавказские войны» и имамат Шамиля Покровского. Николай Ильич Покровский был очень известный отечественный, как принято говорить, историк. В книге Николая Покровского «Кавказские войны» и имамат Шамиля приводятся слова одного известного русского историка Волконского, который следующим образом характеризует совет имама. Для решения важнейших дел, относящихся к главному управлению страной, Шамиль учредил в 1841 году Верховный Совет, состоящий из лиц, пользующихся его доверием, из заслуженных наибов и старших лиц духовного звания. Постоянными членами исламского, то есть имамского совета, были следующие лица. Первый – Мухаммад Эфенди Казикумухский, о котором мы ведем речь. Второй – Раджабил Магомад Черкеевский. Третий – Яхья Хаджо. Четвертый – Джамал ад-Дин, тесть имама Шамиля. Пятый – Хаджо Дибир Каранайский. И Митлик Муртазали, начальник и телохранителей имама. Вот это всего 6 человек, которые были ближайшим окружением. Столица имамата в процессе военных действий часто менялась, и вместе с Шамилем перемещался Ближний Совет, поскольку его значение для имама было огромным. Мать Мухаммада Эфенди, его жена и дети тоже были вместе с ним. Иногда, собираясь в поход, он брал с собой только старшую дочь по имени Муслимат, которая готовила ему еду, и она стала свидетельницей некоторых событий. Ее внучка Маазат, со слов бабушки, рассказывала об этом писательнице Миасат Шурпаевой, которая, в свою очередь, подробно описала эти истории на страницах своей книги «Легенды и были Казикумуха». Понятно, что вот такого рода источники не могли бы сохраниться, или в крайнем случае они должны были бы сохраниться где-то очень далеко. И не все эти архивы, конечно, открыты, поскольку говорить, что вот такой человек, и он твердый, и нам с ним трудно, и мы не получились, конечно. Гази Мухаммад становился очень твердым и непреклонным, когда дело касалось религиозных вопросов или примирения с врагом. Тут он занимал жесткую позицию. И даже царские генералы говорили: если на переговорах присутствует этот слепец, нам не удастся выторговать у Шамиля каких-либо выгодных условий для себя, поскольку имам всегда прислушивался к мнению всех членов совета и без их единогласного одобрения не принимал серьезных решений. И вот о значении, если хотите, опять-таки я просто, чтобы не быть голословным, прочту воспоминания, которые сохранились сына Джамалуддина Абдурахмана. Во время совещаний решения имама не встречали возражений только в тех делах, которые касались, собственно, жалоб на притеснение и вообще на неправильные действия наибов. Что же касается управления страной, то все дела по этой части решались присутствующими с общего согласия. И голос имама не имел здесь, собственно, значения. Имам излагал только сущность дела и высказывал свое мнение. Члены же совета могли одобрить или опровергнуть его. Авторитет и компетентность членов совета должны были быть очень высоки, чтобы имам Дагестана и Чечни полностью полагался на них.
И нет ничего удивительного в том, что жизнь этих исторических личностей обрастала легендами и преданиями в народе. Зачастую, говоря о одном и том же человеке, можно было услышать самые разные истории, а иногда доходило до того, что имена их путали, и истории 2 или 3 людей рассказывали как историю одного человека. Так и произошло с Гази Мухаммадом. Известное лицо сегодня среди адыгских народов, и тогда он был известен в мире Мухаммад Амин Ганадинский, которого можно так определить. В популярной книге английской писательницы Лесли Бланш «Сабли рая» в качестве иллюстрации рассказов о Магомед Амине Ганадинском приводится фотография Гуйминского. Такая путаница, на наш взгляд, может быть объяснена сходством их имен и названием сел, выходцами которых были оба этих, без сомнения, выдающихся человека. Ганадинский, о котором идет речь, это одна из ярких личностей периода Кавказской войны, третий и самый успешный наиб Шамиля в Черкесии. Дело в том, что Мухаммад Амин Ганадинский, он тоже происходил из рода казикумухских халкловчи, то есть из рода Алибека, и имел это потомок тех братьев, с которыми Сурхай-хан I Казикумухский имел конфликт и так далее. Вот эта связь с Казикумухом существует, плюс Магомед Амин, о котором мы говорим, Гуйминский, он тоже фигурирует как Казикумухский чаще в документах. Без сомнения, биографии этих 2 преданных до последнего дня Шамилю и прославленных своими подвигами горцев еще ждут своих исследователей. Мы же, в свою очередь, поделились с вами тем, что нам стало известно из общения с его потомками, историками и краеведами. Да одарит нас Всевышний Аллах баракатом наших прославленных предков, которые посвятили всю свою жизнь борьбе за свободу своей родины, народа и религии. И да не лишит Он нас возможности находить все новые и новые имена прославленных детей гор и рассказывать о них, дабы из поколения в поколение они помогали молодым людям равняться на них в мужестве, богобоязненности, любви к родине и преданности своему народу. Амин.